4 октября писатель, экс-госсекретарь, а ныне советник президента Чолпонбек Абыкеев опубликовал на своей странице в Facebook пост о ситуации на границе. Критиков власти он обвинил в том, что они пытаются на этой теме заработать очки. Без указания источника информации Абыкеев назвал точные потери таджикской стороны. Редакция Булак Кайджи проверила высказывания советника президента и обнаружила несколько фактов лжи и манипуляции. Высказывание номер 1. Атакующая сторона потеряла около 400 мирных жителей, более 50 танков и более 20 различных видов бронетехники. Вердикт – это неправда. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Мухриддин, выступая 24 сентября на Генеральной ассамблее ООН, огласил статистику по погибшим и раненым. Согласно официальным данным МИДа Таджикистана, погибли более 40 и пострадали около 200 мирных жителей Таджикистана. Сираджиддин Мухриддин в своей речи не упомянул о потерях среди военных. Радио Озоди, опираясь на данные собственных источников, опубликовала список 74 погибших таджикистанцев и написала о пострадавших в таджикских приграничных селах, магазинах и домах. Однако информации о том, что атакующая сторона потеряла 400 мирных жителей, нет. По данным Всемирного рейтинга военной помощи Global Firepower Index, Таджикистан в своем военном арсенале имеет 47 танков и по их количеству занимает 94 место в мире. Абыкеев же в своем посте пишет о более 50 уничтоженных танках. Высказывание номер 2. Бюджет за 2019-2020 годы составлял 160-200 миллиардов и вырос на 420 миллиардов. Вердикт – манипуляция, полуправда. В 2022 году власти запланировали собрать 282 миллиарда сомов. По данным портала budget.okmod, доходы бюджета с 1 января по 4 октября 2022 года составили 180 миллиардов 300 миллионов сомов. По итогам 2021 года бюджет Кыргызской республики составил 207 миллиардов 700 миллионов сомов, а в 2020 году 164 миллиарда 300 миллионов. Таким образом, данные за 2019-2020 годы Абыкеев озвучил верно, однако сумму за 2022 год преувеличил более чем в 2 раза. Высказывание номер 3. Мы перестали брать кредиты извне. Вердикт – ложь. Ранее Минфин сообщил, что для поддержки бюджета в этом году 80 миллионов долларов поступают от Евразийского фонда стабилизации и развития. Помимо этого 50 миллионов от Всемирного банка, из которых 25 миллионов долларов являются кредитом, а 25 миллионов долларов – грантовыми средствами. В сентябре депутаты ЖК приняли законопроект о ратификации кредитного и грантового соглашений между Кыргызстаном и Азиатским банком развития. Согласно законопроекту, АБР предоставит средства в размере 50 миллионов 650 тысяч долларов. Из них 25 миллионов 650 миллионов долларов – грант и 25 миллионов – кредит. 30 июня 2022 года на заседании парламента глава Кабмина Агылбек Джапаров сообщил, что Кыргызстан возьмет кредит у крупного российского банка в размере 500 миллионов долларов. Тогда он не уточнил, на что потратят эти деньги. И таких новостей еще много. Высказывание номер 4. Если бы зарплаты, пособия и пенсии за 2 года не увеличились на 100-150%, что было бы с нашим народом в условиях всемирной инфляции? Вердикт – манипуляция, полуправда. По данным социального фонда, средний размер пенсии в 2020 году составлял 5786 сомов. На днях Минфин сообщил, что с октября 2022 года средний размер пенсии по республике увеличится до 8080 сомов, в среднем на 2000 сомов. Соответственно, размер пенсии увеличился не на 100-150%, как утверждает Абыкеев, а на 71,6%. По данным Нацстаткома, средняя зарплата по стране за 2020 год составляла 18 900 сомов, а в июле текущего года Кабмин отчитался о том, что в январе-мае 2022 года среднемесячная заработная плата составила 22 900 сомов. Таким образом, рост составил всего 17,4%. В отличие от пенсии и заработной платы, размер пособия для большинства категорий получателей действительно был увеличен вдвое.
Отметим, что это не первая попытка Абыкеева защитить президента в соцсетях. Ранее в сети появилось фото его старшего брата Сабыра Джапарова со слитком золота. Тогда советник главы государства заявил, что на снимке не золото, а мороженое. Позже Садыр Джапаров в интервью информагентству Кабар подтвердил, что его старший брат держит в руках золотые слитки.